Прывітанне, гэта канал Свабода Прэміум, з вами прадзед Дмітрий Гурневич, а на сувязі со мной сегодня из Москвы российский политолог Дмитрий Орешкин. Добрый день. Здравствуйте, добрый день. Дмитрий Борисович, давайте поговорим про ситуацию с самолетом, которая вылилась в большой скандал уже и дипломатически в связи с конфликтом с Латвией. Вот говорят все, что такую операцию, чтобы схватить одного человека, самолет, который летел с одной стороны Евросоюза в другую, не могла провернуть спецслужбы Беларуси. Вы вообще, как вы думаете, это возможно, что российские спецслужбы были причастны к этому? Сейчас все про это говорят, но доказательств никто, конечно, не может никаких показать, это невозможно в принципе. Но вот как наблюдатель... Я думаю, что очень даже и можно. Не такого большого ума требовалась операция. Проследить, вычислить в Греции господина Протасевича, узнать, на каком самолете он летит, и потом проделать все то, что проделал Лукашенко. Так что из таких общетеоретических соображений могли помогать, могли не помогать. Заявление о том, что там 4 русских не полетели дальше, очень сильный аргумент в пользу того, что там действительно было 4 КГБшных персонажей. Но что значит русские? Русскоязычные, по всей видимости. Надо выяснить, кто они граждане по регистрации, граждане России, граждане Белоруссии. Белорусская сторона утверждает, что это не граждане России, что это люди совершенно другие. В белорусской стране верить оснований... наверное, трудно... Нет, есть же аэропорт посадки, в Греции зафиксированы их паспорта. Так что там понятно, под какими паспортами они, во всяком случае, дали. Впрочем, конечно, это тоже не доказательство, потому что Петров и Баширов там под какими угодно паспортами. Таджикские, да. Но все-таки, если это действительно российские, то одно дело. Я думаю, что это вполне могли быть и белорусские, потому что, в общем-то, операция довольно топорная. Операция, мне кажется, связана с истерикой. Вот Лукашенко, он такой человек, что как танк. Ему надо вот поймать этого ужасного заговорщика, террориста, 26-летнего парня, потому что он искренне верит, что именно тот раскачивал ситуацию, и именно за деньги ЦРУ. Ему в голову не может прийти, что человеку просто противно находиться под властью такого человека, как Лукашенко, потому что Лукашенко сам себя безумно любит. А у таких людей параноидальные склонности в критических ситуациях прорываются, выходят на поверхность, и вполне может быть, что он жестко дал команду своим силовикам поймать любой ценой. Цена оказалась очень дорогая, но, отвечая на ваш вопрос, я пока не вижу такой вот логической цепочки, которая бы однозначно выводила на Лубянку. Хотя вполне может быть. Тут отрицать никакую возможность не следует. Хотя бы по той простой причине, что это очень выгодно Кремлю. То, что получилось, конечно, сильно подставило Лукашенко. Теперь ему будет очень трудно играть в двуполярную игру, улыбаться по очереди Европейскому Союзу и Путину. И от Путина он попадает практически в кабальную зависимость. Так что, я думаю, что это был бы очень такой глубокий и хитрый расчет, в общем-то, которым отличаются спецслужбы Российской Федерации только в книжках и в кинофильмах. На самом деле все проще и грубее. Поэтому пока, мне кажется, более вероятным, что это Лукашенко учудил сам. И сам себя загнал в результате в ловушку. Абсолютно не исключено, что им помогали российские старшие братья. Но логической доказательности в таких гипотезах я пока не вижу. Надо подождать, пока мы узнаем, что говорил пилот, как все это было организовано, почему они дотянули почти до границы с Литвой, хотя можно было проделать это все раньше. Есть каких-то масса технических вопросов,
которые косвенно свидетельствуют о бестолковости организаторов. Но пока мы их не проясним, вернее, не мы, а расследователи, гадать на кофейной гуще мне бы не хотелось. Понятно, что Лукашенко сильно облажался. Понятно, что он сел в такую глубокую галошу, в которой до этого еще не сидел. Но и понятно, что Роман попал в руки маньяка. И, конечно, ему сейчас там не то, что не сладко, а просто страшно. Угу. Вот как раз вчера было его видеообращение, ну, нет, скорее это была какая-то часть допроса, и было это краткое видео. Конечно, понятно, каким способом оно в Беларуси добивается, это не только в Беларуси такое происходит. Но все же вот я хотел еще вернуться еще раз к самолету. Вы сказали, что Путину как бы выгодно, а что ему, скажем, выгодно более всего из этого всего, главный итог? Ну, запретят самолеты летать, там, Нет. Еще больше не признают. Лукашенко 20 лет морочит голову Путину, получая от него 5 миллиардов в год нефтегазовой дотации. Ну, так сам Путин говорил, да и похоже на то, что так оно считается. Другое, потому что эта дотация частично шла на удовлетворение амбиций того же самого российского припутинского бизнеса, строительство дорог, газопроводов и прочее. Но так или иначе, там по 5 миллиардов в год платить за красивые глаза и за страстные речи про славянское братство начинает раздражать. Я думаю, что у Путина давным-давно вырос большой-большой зуб на Александра Григорьевича, который деньги охотно берет, широкие братские объятия раскрывает, а потом, выражаясь их профессиональным языком, кидает. То есть он до сих пор не признал законности оккупации Крыма, он до сих пор не признал суверенитета Абхазии, Южной Осетии. Мог бы с точки зрения Кремля за такие деньги надо было вести себя послушней. Но Лукашенко всегда очень успешно разыгрывал одну и ту же карту, что если не дадите денег, я буду вынужден плотнее взаимодействовать с Евросоюзом. А идея фикса у Владимира Путина – это возвращение советских территорий. Ему почему-то кажется, что это будет геройский подвиг. Ну, в общем, не совсем безосновательно кажется, потому что также мыслит большинство моих уважаемых соотечественников. Они очень все радовались, когда удалось вернуть Крым. Если удастся вернуть Беларусь, вернуть в кавычках, хотя бы символически, ну, то есть показать какую-то победу над Белоруссией, расширение России или получение там военных баз, или хотя бы формирование единой финансовой системы, то очень многие потенциальные избиратели Путина были бы рады. Но Лукашенко не давался, потому что для него главное – это власть, он за нее держится всеми 8 конечностями, систематически, естественно, отрицая это, что я, мол, посиневшими пальцами вцепляться не буду. Но так складывается, что уже 26 лет почему-то власть у него в руках, а все, кто могли бы быть ему даже теоретическими оппонентами или альтернативными лидерами, они все или изгнаны из страны, или уничтожены. Так, а вы сами... Я хочу сказать, что теперь-то эта игра Лукашенко заканчивается. Европа тоже не хотела с ним ссориться, потому что, опять же, ей же совершенно неинтересно, чтобы Лукашенко уходил под крыло к Путину, и чтобы Искандеры, которые у нас очень смешливые, они все время смеются, и не требуется их смешить, чтобы эти самые Искандеры стояли под Брестом. Европе это точно не надо. Поэтому она терпела кульбиты Лукашенко точно так же, как их терпел Путин. А он поочередно улыбался то в ту, то в другую сторону, то на восток, то на запад. У него одна голова, как у российского орла, смотрит туда, другая смотрит сюда, при этом та, которая смотрит сюда, конечно, больше, и горло у нее пошире, жрет побольше эта голова. Но вторая необходимо должна была существовать, чтобы восточную голову не переставали кормить. Так вот, теперь западная голова, считай, ссохлась. И Лукашенко будет вынужден больше зависеть от Кремля, что, конечно, Путину на руку. Вот как раз сейчас все и говорят в Беларуси, ну, все имею в виду большинство, скорее всего, экспертов говорит про то, что, в принципе, Александр Лукашенко в этой ситуации, если возникнет такая необходимость, он согласится на все условия России. Вот есть конспирологические теории про то, что уже в апреле он должен был согласиться на какую-то там инкорпорацию или там вход областями или союз
но что-то там в последний момент отменил. Но это говорил политолог Соловей, которому есть вопросы у многих других экспертов. Но, тем не менее, вот, на ваш взгляд, есть какие-то сигналы, знаки, которые говорят о том, что Лукашенко на самом деле будет готов на любые условия Владимира Путина. Они должны встретиться будут буквально через пару дней. На этой неделе даже вроде бы собирается. На любые не будет готов. Лукашенко не такой человек, который сдается на милость победителю. Это человек с отчетливыми признаками параноидальности, и он искренне путает себя с Белоруссией и, соответственно, свою власть с белорусским суверенитетом. Поэтому белорусский суверенитет, то есть свое собственное самовластие, он будет защищать всеми возможными способами. Другое дело, что, конечно, он, как многие такого рода личности с такого рода психикой, он очень заботится о своих интересах, и, конечно, он понимает, что у него беда. У него беда с деньгами, потому что у него 41 миллиард, кажется, долларов внешний долг. Надо только на обслуживание тратить 3,5 миллиарда в год. А у него злотовалютных резервов там меньше 7 миллиардов, и из них в ликвидной форме меньше 3. То есть, собственно говоря, ему платить нечем. А поскольку сейчас еще будут введены санкции после этой штуки, после этой истории с самолетом, они так или иначе будут введены, хотя бы вот в форме отказа пролета белорусских самолетов, что, естественно, отразится в уменьшении финансовых поступлений в лукашенковскую мошну. Так что ему придется идти к Путину, и Путин это прекрасно понимает. И он еще над ним немножко поглумится, поставит его на место. Потом, конечно, даст денег, но под жесткие условия. Какие условия? Вот это вопрос очень интересный. И я бы не стал говорить, что Лукашенко пойдет на любые. Нет, он уже запел песни про единую систему финансового мониторинга, про более плотное соединение финансовых, налоговых и прочих систем по понятной причине. Потому что если он останется один, то ему для того, чтобы продолжать платить рабочим белорусам зарплату, государственным труженикам, придется идти на инфляцию, печатать деньги. Печатание денег означает, что надо гораздо больше белорусских рублей заработать для того, чтобы их конвертировать в доллары и оплачивать внешний долг. Так что он попал в ловушку, которая называется «дурная бесконечность». Поступление валюты явно недостаточно. Своя собственная экономика хромает на обе ноги. Дяденька Вова, помоги. Но при этом он рассчитывает, как обычно, деньги взять, а потом запеть песню про суверенитет. А дальше как-нибудь справимся. Но вот я думаю, сейчас Владимир Путин, как опытный дзюдоист, его готовит к удушающему приему. Другой вопрос, что у него из глотки удастся вырвать с помощью удушающего приема, я не знаю. Но Путин тоже опытный боец. Я думаю, что он вырвет много. Сегодня обратили внимание многие в Беларуси на, в принципе, как бы безобидный ролик, видеоролик сотрудника Russia Today Красовского, да, который там за 40 секунд вроде бы говорит про то, что пора возвращать Белоруссию 6 областями на родину. Это наши люди, а их Лукашенко мучает, это все русские, надо скорее помочь им. И это многие, прочитывают, как голос кремлян. Понятно, что такое Russia Today, да. И если повод беспокоиться, и это происходит как раз перед визитом этим. Понимаете, как повод беспокоиться есть, конечно. Но Russia Today на это всегда бежит немножко впереди собственного визга. И Марго Симонян сама говорила там: забери нас на родину России, матушка, что-то такие какие-то слезливые обращения она выпускала. Но Путин как раз человек очень хладнокровный. Он эмоциональный, злопамятный и суровый, но при этом хорошо просчитывает риски. Я думаю, что не исключено, что разрабатывается версия присоединения Беларуси. Это был бы блистательный подарок к 2024 году, к президентским выборам. И, конечно, Путин бы это хотел сделать. Но он хорошо оценивает и сопутствующие издержки. Какая главная, может быть, присоединить
Белорусы сейчас застрашены самой Беларусью. Даже Крым присоединил, и то, в общем, Европа только щелкнула вставной челюстью. Но а что она могла сделать? Собственно говоря, расчеты на это тоже. Но пока Лукашенко в силе, он бы сопротивлялся вплоть до войны. Это человек, из-под которого кресло, трон или табуретку вышибить практически невозможно. Он ее держит всем своим организмом. Наверное, Путин хотел бы это сделать. И, конечно, Красовский, как один из многих, которые считывают пожелания Путина по выражению бровей или там, по вертикальной морщинке на лбу, забегая вперед, обозначает то, что в Кремле хотели бы. И я думаю, что это вполне реальный сценарий. Его надо держать в голове. Но я думаю, что европейские политики не хуже нас с вами понимают, что это за игра. И, соответственно, их это... Конечно, они не будут начинать какую-то там войну, но геополитическая угроза, связанная с тем, что Беларусь окажется частью России или радикально зависящие от России территории, в Европе прекрасно просчитывают. А что касается Украины, там, Прибалтики, Польши, то они-то, может быть, даже переоценивают эту опасность, потому что, понятно, какой сосед с Востока, понятна реакция правящих кругов в этих странах. Я думаю, что ситуация реальна. Но основная проблема аналитика – угрозу оценить такой, какой она есть. Не недооценивать, но и не переоценивать. Пока, мне кажется, сделан серьезный со стороны Путина, незаметный, но серьезный, глубокий шаг по приручению Лукашенко. И Лукашенко будет посажен на более или менее строгий ошейник. Другой вопрос, что он будет грызть этот ошейник и пытаться вырваться с поводка, но Путин его будет довольно жестко держать. Но на самом деле здесь остается коридор возможностей для европейской политики тоже. Именно поэтому, кстати, я не думаю, что они же будут действовать так, чтобы Лукашенко придушить. Многие демократически мыслящие люди Европу за это обвиняют, но ведь это не в лучших интересах Европы придушенный Лукашенко, потому что на место придушенного Лукашенко приходит Владимир Путин, что для Европы, наверное, даже и хуже. Лукашенко, в конце концов, им своими ракетами не угрожает. Единственное, что он делает, это гнобит свой собственный народ и уничтожает свою собственную экономику. Но, грубо говоря, да, европейцы могут посочувствовать белорусам, но жертвовать своими крупными геополитическими интересами ради них они вряд ли будут. Поэтому додавливать Лукашенко Европа не собирается, насколько я понимаю. Она собирается проводить какие-то санкционные действия, воспитывать его, но форточку надо держать приоткрытой, показывать через эту форточку морковку. Видимо, в виде тех самых 3 миллиардов, которые сейчас вы придержали, что тоже немаловажные деньги для Лукашенко. Но ожидать вот так вот, чтобы его взяли да прихлопнули, как последнего диктатора Европы, я думаю, это слишком оптимистично для тех, кому Лукашенко не нравится. Мне он тоже не нравится, но я просто понимаю, что здесь в игре слишком много и слишком разных интересов участвует. Именно вчерашняя реакция Европейского Союза и Запада, Джо Байден даже выступил с заявлением по поводу Романа Протасевича, который полностью посвящен Беларуси, и обращает эксперты внимание, что такого развернутого по Беларуси давно уже не было. Наверное, Буш последний раз говорил про Беларусь, Обама точно с Трампом не говорили. Но, тем не менее, про реакцию Запада. В Беларуси обратили внимание, что вчера ответ, это были не только заявления, это были реальные уже шаги по закрытию своих судов воздушных, чтобы они не летали в Беларусь, или белорусские в Белаве какой-то запрет ввести на свою территорию. Но, на ваш взгляд, вообще есть какой-то инструментарий у Европейского Союза или у Запада, который как-то может сильно повлиять на Лукашенко, напугать его как-то сильно, или принудить, например, выпускать политзаключенных. Именно этого касается вчера обращения Джо Байдена и польского премьера, что мы запрещаем самолетам Белави улетать на нашу территорию, пока Протасевича не выпустят и остальных политзаключенных. Вообще реально или какие-то другие? Даже это, то, что прозвучало, это для Европы
да и для Америки тоже, весьма жесткая реакция. Они, наверное, не собирались и предпочли бы реагировать помягче. Но здесь просто вопиющее нарушение всех правил приличия, да просто человеческих нормативов поведения. Поэтому они вынуждены так реагировать. Но мне кажется, что рычаги у Европы есть. Ну, собственно говоря, Лукашенко, как и любой другой диктатор, начиная со Сталина, дико нуждается в валюте. Для закупки технологий, для всего. Потому что его эти рубли, кого не интересует. Он их печатает столько, сколько надо. В последнее время стал более аккуратно к этому относиться, но все равно. Валюта чрезвычайно нужна. Источником валюты является Европа. И, соответственно, можно было бы перекрыть эти потоки. И многие люди, которым Лукашенко в печенках сидит, они говорят, почему же Запад этого не делает? Потому что это не соответствует долгосрочным интересам Запада. Во-первых, есть торговые интересы, и лукашенковские продукты неплохого качества за дешевую цену там с удовольствием покупают. Это раз. А два, это более серьезно, это те самые опасения, что Лукашенко совсем ляжет под живот России. И это будет шаг к восстановлению того, что на Западе называют Советской империей. Небезосновательно опасаются они этого. А это значит, что Лукашенко все-таки должен смотреть не только на восток, но и на запад. Соответственно, форточку захлопывать нельзя. Поэтому такие смертельные меры к Лукашенко, убийственные, уничтожающие этого диктатора и психически ненормального человека, они вряд ли будут применены. Это, помимо всего прочего, надо еще держать в кобуре несколько патронов, потому что если их всех израсходуешь, нечем будет пугать. Лукашенко же реагирует только на страшилки, на серьезные угрозы его личному статусу. Он понимает, что слишком далеко на Запад ему идти нельзя, потому что за ним слишком много крови. И, он прекрасно понимает, как кончают такого рода диктаторские персонажи, поэтому Запад ему, конечно, не интересен. А деньги западные очень даже интересны. Я думаю, что поэтому уже собственно, ограничение на полеты Белави – это довольно серьезный удар по лукашенковскому карману, потому что, все-таки это же туристы, это же или не только туристы. Это монополист белорусский, в Беларуси нет других авиалиний. Если он не может летать, то это перекрыть еще один канал поступления валюты. Кроме этого, Соединенные Штаты уже ввели до этого казуса или скандала с самолетом, ввели ограничения на покупку продукции 9 крупнейших лукашенковских предприятий, основных источников валютных поступлений. Так что его крепко держат за горло. Но додушивать, я думаю, Лукашенко не в интересах Западной Европы. Придушить – да. Мы с вами говорили пару месяцев назад, еще были такие активные протесты в Беларуси, как раз ходили демонстрации, сотни тысяч людей выходили, сейчас такого нет, потому что людей запугали, как говорят, с винтовкой не пойдешь против гранатомета. Но, тем не менее, время от времени мы слышим от вас, от других российских аналитиков, что все-таки Путин не любит Лукашенко, он ему не симпатичен, он хотел бы его заменить. Но, с другой стороны, нету никаких, скажем, инициатив со стороны России, например, или даже каких-то, лоббирования своих сил каких-то пророссийских в Беларуси, если они есть, или они там спят, например. Кажется, что просто всех все устраивает со стороны Кремля, и они никаких шагов не собираются делать? Нет, конечно, их не устраивает. И, конечно, они хотели бы более плотного контроля над этой территорией, в том числе военного. Но Путин умеет терпеть. Путин, не торопясь, потихоньку завинчивает голову или какую-то другую часть лукашенковского организма в тиски, так добавляет оборотиков понемногу и с интересом смотрит на реакцию, ждет, когда заверещит. Над Путиным не каплет, ему спешить особенно некуда. Ради Единой России совершать геройские подвиги он не будет. То есть это не повестка дня 19-го, 21-го, какого-нибудь 20-го года. Это повестка дня 24-го года.
когда будут президентские выборы. Вот тогда, может быть, он и завершит эту долгосрочную партию аккурат к очередным выборам президента Российской Федерации. Так что, ну, я бы не сказал, что все идет по плану Кремля. Но в целом стратегическая ситуация устроена так, что Лукашенко сам ведет себя, поскольку губит собственную экономику, к тупику. Ну, а в этом тупике, конечно, преимущество есть у России, потому что Лукашенко, кроме калия, да, собственно говоря, нефтеперегонных заводов, которые на российском сырье работают, ничего нет. Ну, еще там молочка какая-то. А у Путина нефть, газ, алмазы, серебро. Он гораздо, и вообще гораздо более богатая страна, несравнимо. Поэтому Путин спокоен, Путин уверен, что он контролирует ситуацию. Он в некотором смысле даже вальяжен. Ему спешить некуда. Пусть Лукашенко там дергается, да? А Лукашенко же просит денег, а не Путин у него. Так что он, как опытный боец, он хочет правильно использовать свои преимущества в правильный момент. Правильный момент еще не наступил, он будет поближе к 2024 году. Мне мыслится так. Скоро произойдет встреча Джо Байдена и Владимира Путина, и на ней, конечно же, будет вопрос Беларуси тоже обсуждаться. На ваш взгляд, в принципе, Путин может пойти на какие-то соступки, да, потому что, ну, совершенно очевидно, что Запад что-то хочет, чтобы был диалог внутри Беларуси, чтобы или новые выборы прошли, чтобы ситуация все-таки, как говорится, устаканилась. Но, с другой стороны, пойдет ли Путин на какие-то вот предложения Запада? Раньше он не хотел идти. У них было такое как бы заявление, что это внутренние дела Беларуси, хотя они в то же время абсолютно вмешиваются в дела Беларуси, как многие обращают внимание. Когда Путин говорит, что это внутренние дела Беларуси, это означает, что это внутренние дела нас с Белоруссией. Он мыслит все-таки Белоруссию как сферу своего влияния. Кстати говоря, Запад примерно таким же образом и откликается. Ну, надо ему там портить отношения с Россией из-за, в общем-то, какой-то Белоруссии. Нет, не надо. Поэтому и Запад не очень сильно рвет на себе тельняшку, и Путин тоже. Я не думаю, что они будут всерьез обсуждать Белоруссию, потому что тот же Байден сфокусировался на двух проблемах. Стратегическое равновесие, где есть о чем поговорить этим двум державам. Климат, где тоже есть о чем поговорить. Ну, конечно, коснется и Лукашенко тоже. На что Путин, честно глядя в глаза, скажет, но это суверенное государство, как Россия не отвечает за то, что происходит в Беларуси. Так что я могу высказать свою точку зрения, скажет Владимир Владимирович, но договаривайтесь, пожалуйста, лично с Александром Григорьевичем. Это точно та же позиция, точно та же логика, когда он говорит, пожалуйста, с ДНР, ЛНР, пусть Киев договаривается напрямую. Причем тут мы? Мы здесь никакого боку. В смысле Лукашенко у него даже больше оснований под этим, потому что понятно, что в Донбассе воевали российские войска, это всем известно, кроме Владимира Путина. А здесь прямого следа России пока не видно. Еще раз возвращаемся к началу нашего разговора. Никем не доказано. Так что у Путина довольно неуязвимая сейчас, по крайней мере, позиция. Уязвимая она станет, когда деньги кончатся. Вот как Горбачев был в уязвимой позиции, потому что у него цены на нефть были катастрофически низкие, и Ельцин тоже был уязвимый. У Путина все нормально. При цене за $70 за баррель он себе может позволить очень смелые эскапады, не особенно опасаясь. Не пойдет же действительно Запад на него войной. Он даже на Лукашенко войной не пойдет. И, в общем, наверное, это правильно. Но в результате понятно, что Лукашенко изгаляется над своим народом так, как считает необходимым. Но ведь не он один такой. И если условному Западу со всеми такими диктаторами бороться в Африке, Латинской Америке, в Азии, то ничего хорошего не получится. Да? Один югославский-то опыт, каким боком вышел, хотя вполне логичное и вполне человеческое решение было. Там
вырезали этническими чистками огромное количество людей, надо было остановить. Но Клинтон остановил. Но наши пропагандисты до сих пор поминают, что вот, мол, как были попраны все международные нормы вот тем самым Западом, который сейчас осуждает Путина за присоединение братского Кремля. Такая примерно логика. Так что я думаю, что военный конфликт на повестке дня не стоит. Он стоит только в голове Лукашенко, который, как искренний параноик, считает, что весь мир хочет его обидеть. А он только прав, а все остальные жулики, воры, циничные предатели. Это не совсем далеко от истины. Там действительно большое количество в политике и воров, и обманщиков, и кого угодно. Но сухой остаток заключается в том, что и Путин, и Лукашенко реагируют не на слова, не на призывы там, к приличиям. Они реагируют на конкретный политический ресурс. Если они чувствуют, что эту игру можно проиграть, они начинают понемножку сдавать. Если они чувствуют, что у них все хорошо внутри, и позиции крепки, можно немножко и поглумиться над соседями. Сейчас вот события в Беларуси день за днем совершенно новые, и как бы, некоторые говорят, дно пробивает следующее дно. Даже Хамас сегодня осудил Беларусь за использование как бы самого слова «Хамас» в этом конфликте вокруг Протасевича. И вот после этих 100-тысячных демонстраций, когда люди выходили, многие говорили, что Лукашенко там дотянет до конца лета. Потом говорили, до осени, до зимы, до мая. Уже май заканчивается. На ваш взгляд, вот можно, в принципе, в стране нормально развиваться и обществу вот в таком ситуации такого стресса? Даже Лукашенко признал, когда 9 мая выступал в Минске, что немного перенапрягли общество. То есть все-таки эта ситуация сложная для всех, для людей. Посадки каждый день. Сегодня выдали тело политзаключенного, который как будто бы умер от остановки сердца, но голова перебинтована. И такая ситуация каждый день, похожие, которые людей содержат в сильном стрессе, на ваш взгляд. И Лукашенко просто ли будет руководить, вообще-то как возможно руководить такой страной? Ну, видите ли, вот пункт первый. Я принадлежу к числу тех малосимпатичных людей, которые с самого начала говорили, что Лукашенко этот протест загонит под лавку. Меня обвиняли в том, что я там продался Лукашенко, сторонник этих самых империй и так далее. А я просто старался говорить то, что думал. И то же самое я говорил про протесты, связанные с Фургалом в Хабаровском крае. И там так оно, к сожалению, и получилось. Просто исторический опыт показывает, что то, что нам мыслится невозможным, невероятным, психопатичным, то прекрасно существует в объективной реальности. Советский Союз и советский народ шел от голода к голоду и души не чаял в Иосифе Виссарионовиче Сталине и Владимире Ильиче Ленине, которые его к этому привели. Иран давно превратился в какого-то изгоя, а иранское население, сколько их там, 50, 70, 80 миллионов, души не чает в своих этих аятоллах, потому что они исповедуют единственную верную исламскую религию шиитского толка. То же самое можно сказать про людей того самого Хамаса, про который вы упомянули. 2 миллиона человек живут за счет гуманитарной помощи, занимаются войной, ни работы, ни перспектив, ни образования, ничего нет, но зато они в восторге от того, что одерживают победу за победой. Северная Корея. Какой-нибудь возьмите Мугабе и соответственно, какую-нибудь Южную Африку. Живут люди. Люди и не в таких условиях могут жить. Поэтому Лукашенко в своей правде, когда он говорит, что в землянке уйдем, но чуждому влиянию не поддадимся. В землянках, да, значит, белорусы не будут размножаться, народ постепенно будет убегать. Да, экономика не то, что уже шаркает килем по дну, а, пожалуй, уже дыру получила ниже ватерлинии. Но живут же, пока у тебя есть возможность опираться на штыки, и пока штыки тебе лояльны, и пока нет контрэлит,
А Лукашенко, как и любой диктатор, в первую очередь заботится о том, чтобы не появилось людей, которые могли представить какую-то альтернативу. То есть вот, среди так называемых элит, то есть среди тех людей, которые принимают решения о судьбах Родины. У него только подчиненные, они его панически боятся, они выполняют его любые, в том числе преступные распоряжения. Вот велено было посадить этот самолет, пожалуйста, посадили. А ведь министр обороны, перед которым ставили эту задачу, начальник КГБ, перед которым, наверное, ставили эту задачу, они понимали, что это, наверное, не самое законное действие. Тем не менее, вот это магнетизм этой животной параноидальной властью такой силен, так силен, что позволяет проводить такие решения. При этом страна, конечно, гниет. Лукашенко, конечно, под разговоры об укреплении белорусского суверенитета Беларусь загнал в такую яму, в которой она давным-давно не была. Я думаю, что и никогда, может быть, даже не была. И ничего, я думаю, что переживет и пережует, усидит на этих штыках. Ситуация несколько сложнее, чем нам кажется. Он отвратителен. Нам кажется, что раз он отвратителен, это всем очевидно, что он отвратителен. Нет, далеко не всем. Очень многие гордятся тем, что он взял и не побоялся. Летел его враг, он его поймал длинной рукой и посадил. Крутой мужчина, настоящий лидер. Так склонны думать миллионы людей. Мы с вами по-другому думаем, но это не значит, что мы правы. Это, на самом деле, это значит, что мы правы, во всяком случае, так думаем. Но есть огромное количество людей, которые полагают, что Лукашенко молодец, он крутой пацан, он отвечает на вызов Запада, он не прогибается под вот это самое НАТО и так далее, и так далее. Коммуникативные памяти и мозги моих соотечественников отбиты 3 поколениями жизни при Советском Союзе. Это так просто не проходит. Так что я думаю, и в Беларуси примерно то же самое. Но там, наверное, уже все-таки большинство понимает, кто такой Лукашенко. На своей шкуре почувствовали. Но еще 5 лет они говорили, он плохо, хорош, но он наш, он обеспечивает нашу суверенную государственность, он ее создал. Что, в общем, почти правда. Он ее создал, он ее уже уничтожает теперь ради того, чтобы сохранить свою власть. Но это же выглядит как общетеоретическое рассуждение. А конкретно люди реагируют на отсутствие гречневой крупы в продаже или там, на то, что нет работы, или на то, что нет надежды. Но это они реагируют в индивидуальном порядке. И многие уезжают. А страна-то все равно остается. Территория остается, и ресурсы остаются. И ими можно распоряжаться. Ким Чен Ын, он призывает людей готовиться к великому опять, к трудному или к тяжелому походу. На их языке это означает голод. Соседняя Южная Корея там в 100 раз, на 2 порядка больше производят внутреннего продукта в пересчете на душу населения, при том, что абсолютно тот же народ был. И ничего. Ничего, если они ничего не знают, если вокруг них информационный занавес, если им долбят пропаганду по телевизору каждый день, народ живет и по-своему счастлив, приспосабливается. Правда, там я читал людей, которые работали в Северной Корее, и там под большим секретом ходят слухи, что вот если в Северной Корее по карточкам выдают 300 грамм риса в день, то в Соединенных Штатах, говорят, выдают 800 грамм по карточкам. Это воспринимается как очень большое диссидентство и геройский подвиг. Но вот у людей такая картинка мира. И, может быть, это самое страшное, что с людьми делается. У них теряется чувство восприятие объективной реальности. Но, к счастью для белорусов, все-таки там есть информационная прозрачность. Там есть такие люди, как Протасевич, который эту нехту редактировал. И там есть интернет. И там, в общем, народ достаточно грамотный. Поэтому я думаю, что там уже большинство Лукашенко не поддерживает. Но это еще ничего не значит с точки зрения сохранения власти этого персонажа. Тут ситуация такая. Честно, электорально победить его невозможно, потому что выборы делает госпожа Ермошина. Только военный переворот. А военный переворот вряд ли
произойдет без помощи братского народа с Востока, тогда интересный вопрос, кого на место Лукашенко посадят. И будет ли это хорошо для Белоруссии. То есть ужас лукашенковского режима, как, кстати, и путинского, в том, что из него нет нормального, человеческого, легального выхода. Потому что уничтожены государственные институты. Что у него в большей степени, что в России в меньшей степени. Но ни там, ни парламент, ни избирательная система, ни независимые суды не значит ничегошеньки. Все знают, что все решает Лукашенко. Все знают, что все решает Путин. Соответственно, если вдруг Путин или Лукашенко уходят, начинается ожесточенная борьба, нелегальная, незаконная, с помощью силовых методов, переворотов, убийств за вот это вот место самодержца, место самовластного начальника, которому никто не указ. Нет выхода, нормального, хорошего выхода из такой ситуации. В России этот выход нашли Горбачев с Ельциным, каждый по-своему, за что их глубоко притирают их избиратели. Разрушили великую страну, такие-сякие. Хотя они, на самом деле, вышли из безвыходной ситуации, заплатив за это освобождением от территории. Ну, извините, я, кажется, далеко в сторону ушел. Но, короче говоря, Лукашенко убивает будущее, он съедает, сжирает будущее Белоруссии, будущее белорусского народа и уничтожает ту самую белорусскую государственность, о которой он так сильно печется. То же самое можно сказать о Путине, но просто он идет на 2 шага позади. Смотрите за Белоруссию, и что будет у вас, вы это увидите. Да, к сожалению, так, да. Спасибо большое, Дмитрий Борисович. Я нагадаю нашим глядачам, что сегодня моим гостем в Москве был Дмитрий Орешкін, расійський політолог, а ми говорили про ситуацію вакол самоліту Ryanair і ті наступства, які може гэта здарэнне пацягнуць за сабой. Дзякуй за тое, што былі разам з намі. Бывайце, усього самага найлепшага і заставайцеся са свабодай. Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.